Рак – одно из самых страшных заболеваний, которое поражает миллионы людей во всем мире. К сожалению, в нашей республике немало онкобольных, нуждающихся в жизненно важных препаратах. Пандемия коронавируса и карантинные меры, которые затронули все сферы жизни, не могли не повлиять и на эту категорию людей. Схемы лечения различных онкологических заболеваний стандартные и разрабатываются с учетом особенностей болезни и состояния пациента. Один из важнейших компонентов лечения – это химиотерапия. В жизненно важных препаратах нуждаются почти 70% онкологических больных. С 2004 года в Абхазии существует государственная целевая программа по обеспечению онкобольных химиопрепаратами. За год лечения по этой программе получают до 400 человек. Но я приезжаю всего на 2 дня. Обычно все лекарства есть. Все. Первый раз прошел, помогло. Сейчас дальше продолжаю. Только сегодня прибыл. Поэтому немножко слабоватый. Здесь лекарства предоставили. Кое-что купил, а кое-что здесь. В последнее время необходимых препаратов на всех не хватает, поэтому некоторые пациенты вынуждены покупать их самостоятельно. Это кабинет химиотерапии, мужской кабинет. Сегодня у меня было всего 2 пациента. И все, уже всех отпустили. К нам приходят по госпрограмме, которые получают у нас препараты, а есть, которые сами приобретают и приносят, мы капаем. В последнее время у нас не поступали препараты с 1 числа. Кто приобретает свои препараты, мы их капаем, а так не получаем. Причиной такой ситуации стала пандемия и связанные с ней ограничительные меры. Из-за закрытия границ количество пациентов Национального онкологического центра увеличилось на 150 человек. Период коронавируса. Мы столкнулись с основной проблемой, когда закрылись наши границы. Многие находились там, многие вернулись, дожидались очередного выезда на лечение, но в связи с вышеизложенным, пришлось всем обращаться сюда. Вы можете представить, да, какое количество и какая нагрузка выпала на долю фонда. То есть мы лекарства сами не закупаем. Закупают для нас по нашим заявкам, это через фонд медстрахования, это аптечные службы. В последние месяцы из-за карантина поступления в фонд обязательного медицинского страхования Абхазии значительно сократились, в связи с чем фонд был вынужден запрашивать препараты в долг у предприятия «Абхазфармация». Сейчас сумма задолженности составляет более 8 миллионов рублей. Это существенное для фонда и немножко обременительное, потому что таких средств для будущего, чтобы мы могли бы закрыть эти долги, нам немножко было, я задумалась как руководитель над этим и написала премьеру. Потом у нас была встреча у премьера, обговаривали, что Минздрав сделает там контракт и там на полгода и поможет этой категории больных, там где-то на 4 миллиона еще завезет химиопрепараты. В ближайшее время мы получим лекарства, конечно, не в объеме, но мы тоже будем стараться закрывать долги и параллельно какие-то препараты еще закупать. Государственную целевую программу по обеспечению химиопрепаратами онкобольных курирует Министерство здравоохранения республики. В связи с возникшими сложностями фонда Минздрав взял на себя обязательство приобрести часть необходимых препаратов. На сегодняшний день все необходимые мероприятия проведены по согласованию со стороной, которая поставляет эти препараты, в частности РОП «Абхазфармация», и согласовано с руководством. И вот поставка ожидается в конце этой недели. Онкологические препараты они поступят и будут переданы в Национальный онкологический центр. Государственная цепочка помощи людям обязательно должна работать, чтобы дать надежду на выздоровление и полноценную жизнь тем, кто в ней нуждается. Эсма Гуладзе, Алика Трапш, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение.